Мы продолжаем рассказывать об интересных фактах из жизни республики. На этот раз сюжет о Владимире Старовском. Уроженце села Помоздино, который сделал блестящую карьеру, став главным статистиком страны. В годы Великой Отечественной именно Старовский вводит новую методику моментальных переписей. А еще именно благодаря ему в республике появился университет. Елена Красильникова о нашем земляке. На Новодевичьем кладбище находится могила нашего земляка Владимира Старовского. 35 лет, с 1940 по 1975 уроженец села Помоздино возглавлял Центральное статистическое управление Советского Союза. Старовского назначили на эту должность, когда 5 его предшественников были расстреляны как враги народа. Он хорошо понимал все риски. Жить стало лучше. Жить стало веселее. После дефектной переписи 1937-го статистики посчитали все как надо, завысив численность населения страны. В 1940-м, когда искали, кому же доверить центральное статуправление, Сталин сказал: «Помните того, кто цитировал Библию?» Это был Владимир Старовский. В 1939-м он предложил исключить из переписной анкеты вопрос о религиозной принадлежности. Старовский. Дело в том, что в Библии есть такое прорицание о грядущем конце мира. В канун его станут ходить по домам и всех спрашивать, как о верующих. Сталин. Откуда вы знаете? Вы читали Библию? Старовский. Да, читал. Владимир Старовский родился в коме-селе Помоздино в семье учителей. Когда его родители переводили в Выльгород, помоздинцы плакали. Отцу Никону Алексеевичу поручили строительство Выльгородской школы. Ныне это музей истории и культуры Сыктывдина. Владимир здесь тоже учился, затем окончил Усысольскую мужскую гимназию и первый вуз Коми – Зырянский институт народного образования. Сейчас в здании Национальная галерея. Кстати, мама Анисия Ивановна преподавала в институте математику. Замечательный человек, преподаватель от Бога. Она была награждена даже орденом Ленина, что, в общем-то, было для того времени редкостью большой. В 14 лет Владимир Старовский поступает в статистическое бюро Усысольска и остается верен профессии до конца своих дней. В 20-е он уже инструктирует коми-переписчиков, поступает в Московский государственный университет, работает рядовым сотрудником в Центральном управлении народно-хозяйственного учета и делает блестящую карьеру, став главным статистиком страны. В годы Великой Отечественной именно Старовский вводит новую методику моментальных переписей от 7 до 15 дней, которые дают оперативную картину по оборудованию, сырью, помещениям. Таких срочных переписей проводят больше сотни. После войны он правильно считает людские потери. В некоторых современных публикациях указано, что Старовский называет цифру более 20 миллионов человек, но эти сведения засекречивают. Сталин занижает число погибших до 7 миллионов. Тучи над главным статистиком сгущаются позже, в 1951-м. В музее Комистата пояснили, экономист Лука Ярошенко в пух и прах разносит учебник по политэкономии. Автор предисловия Сталин, научный руководитель Ярошенко Старовский. Владимира Никоновича отстраняют от должности. Когда он уходил, тогда Сталин спросил у Молотова: а кто он вообще по национальности? Молотов ему ответил: он коми. И Старовский по национальности действительно был коми. Всегда у него в документах шла национальность коми. На что Сталин ответил, что нет такой коми фамилии Старовский, что это польский еврей. А это уже было, конечно, очень серьезно. 3 месяца он ждет, кому же передать дела, и готовится к худшему. Вот как об этом рассказывают в школьном музее села Помоздино Усть-Куломского района. Сейчас вы не там, по-моему, поспел ушел, или куда Сталин. Сидишь, сижу. Вот помешок дочен, да. Ладно, вставай, подоложись. Хозяин велел тебя не трогать. По другой версии, Старовский сам звонит Сталину, получает ответ: раз нет постановления, продолжайте работать. И он продолжает. Начальник Центрального статистического управления товарищ Старовский сообщил нам следующее. Эта перепись имеет большое народно-хозяйственное значение. 1962-го Старовский на протяжении 12 лет депутат Верховного Совета СССР от республики. Особое внимание уделяет летнему отдыху детей. Это редкие снимки из музея Сыктывкарского университета. Старовский сам встречает в Москве северные поезда, договаривается, чтобы детям не нужно было переезжать с вокзала на вокзал, занимается питанием, экскурсиями.
Я работала в Центральном экономическом архиве, пересмотрела 17 тысяч единиц хранения. Это письма, воспоминания, документы. Когда я их изучала, у меня впечатление было, что ему некогда было заниматься никакими другими делами, кроме как детскими, например, потому что он этому посвящал столько времени. Не все знают, что именно Старовский выиграл у московских чиновников битву за Сыктывкарский университет и настоял на строительстве 2 зданий для статистиков республики. Сейчас на фасаде Комистата можно увидеть мемориальную доску Владимиру Старовскому. Его имя носит одна из улиц Сыктывкара. Гордятся своим земляком и в Усть-Куломском районе. Сам Старовский называл себя Помоздинским, и жители Помоздина считают его своим.